К концу года здесь планируется запуск новой очереди тепличного комплекса площадью 22 гектара. На объекте уже возвели каркас теплицы, остеклили и частично залили пол. Как продвигается строительство, с гостями делится Хаджибекар Албаков. Мы на 4 месяца опаздываем за голландцев в Европу. Голландцы что поставляют? Ну они же, в принципе, все конструкции, да, все их, да? Да, единственное, они 5 гектаров конструкции отказали поставлять. А вообще отказались? Да, мы сейчас в суд подавали, в Еврокомиссию. Тоже отказали, но мы уже замещение все сделали, в феврале будет. В планах выращивать не только томаты, но и огурцы. Часть теплицы намерены отвести под своеобразный инкубатор площадью 12 126 квадратных метров, где будут выращивать рассаду. Замминистра экономического развития России Сергей Назаров поинтересовался, каким будет тепличный комплекс после завершения всех этапов строительства. Здесь будет инкубатор, выращиваться Вы рассада. только для себя рассаду делаете? Нет, почему? Нет, Планируем для всех. Планируем рассаду вообще соседей. откуда берете? Вы семена? Мы семена будем закупать, то есть либо это гавриш, либо это будет нидерландские семена. Тут все будет зависеть от проекта, что будет заложено. Мы сначала выращиваем рассаду, после чего она переезжает сразу в блоки и высаживается уже в рабочие блоки. Как Рассада только, сколько выращивается? если это томат, это 90 дней от посадки семечки до получения урожая. Если это огурец, это порядка 45. Потом Потом переезжает туда, да, там полностью, это круглогодичный закрытого цикла, полностью голландская технология. А здесь четырехконтурная система отопления, боковое отопление, вот там трубы висят, это верхнее отопление, подлодковое, которое будет топить снег и стекать его шатровое, да. И здесь будут столы, будет столовое. Под столами, где рассада, чтобы тепло было. Далее гостям показали подстанцию «Тихая». Она обеспечивает предприятие электроэнергией, а также проверили степень готовности котельной, состоящей из 4 котлов мощностью 14 мегаватт каждый. Трубы проложили, все закатали. Подключиться? Да, подключиться осталось. И когда вы ее запускаете? Тепломеханика вся у нас уже обваренная, осталось газ подвести и попробовать запустить. Ну, надо очень, весь контур уже закрыт. Весь контур, уже все закольцовано, да, закольцовано, все сварено. В сентябре они должны запуститься, чтобы заложить посадку. В августе тут они могут запуститься. Нет, пусконаладку мы будем Нет, пробовать пусконаладку мы раньше будем делать. Как пойдет газ, мы уже начнем пусконаладку потихоньку делать. После ввода комплекса в эксплуатацию предприятие будет производить более 12 тысяч тонн томатов и огурцов в год. Появится более 300 дополнительных рабочих мест. Август, начав посадку сделаем, и в принципе уже октябрь-ноябрь тоже начнется цикл, и все, он без остановки уже будет работать, кроме 2 месяцев. И до лета. Летом 2 месяца перерыв на химобработку, на вырезание, то есть выброс растений старых. Опять рассада к этому времени подрастает, и опять она снова в блок заходит. Эту органику вы меняете? Меняем, конечно, да. Что меняем? Да, то есть какой-то цикличность, да? Раз в год, да, конечно. Раз в год, да. Агрокомплекс Сунжа – один из самых крупных инвестиционных проектов на Северном Кавказе в сфере агропромышленного комплекса, включенный в модель экономического развития Ингушетии и одобренный правительством России. Первый этап строительства Сунжи завершился в 2019 году. В эксплуатацию ввели тепличный комплекс на 10 гектаров с производительной мощностью 5000 тонн томатов в год. За прошлый год в агрокомплексе собран урожай томатов 4300 тонн. В Сунже выращивают отборные помидоры разных сортов, которые поставляются в крупные сетевые магазины страны, такие как «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит». Хади Добриева, Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магаз 24.